Мои дорогие Владик Халшин, добрый день, с вами снова Лейла. Друзья, это тот же день, ролик мой уже запущен. Но по названию вы подумаете, что меня обидели. Сразу скажу, чтобы вы ничего не думали. Меня никто не обидел, друзья, наоборот. Я вот прямо на эмоциях. Сейчас, если честно, мне очень приятно. Вы меня не обидели, а наоборот до глубины души тронули, это точно. И признаюсь вам честно, действительно, я даже прослезилась, когда прочитала буквально вот 3 минуты тому назад комментарии на сегодняшний ролик, который был запущен. За это время я уже сделала манты, почти закончила. Но все-таки мне кто-то позвонил, я отвлеклась, взяла трубку и думаю, пройдусь-ка я быстро по комментариям. Я прошлась, прочитала, но не ответила никому, потому что у меня просто нет времени. Но я вам отвечу всем каждому, но сейчас просто хочу на эмоциях ответить. Действительно, я даже прослезилась, клянусь вам, не знаю, чем хотите. Мне это было настолько приятно, даже сейчас у меня мурашки по телу. Действительно, это очень приятно. Огромное вам спасибо за такие слова. Вы пишете мне все, причем такие благодарные, такие приятные отзывы от вас о моей работе, обо мне, что, не знаю, мне действительно очень приятно было. И действительно я прослезилась, и мне захотелось прямо сейчас же просто выйти к вам на встречу, хотя ролик выйдет только завтра. Но просто на эмоциях, действительно. Большое-большое вам спасибо, огромное спасибо. И я и так знала, что действительно по вашим комментариям написать, не чувствуя этих вещей, вы бы никогда в жизни мне этого не писали. И мне даже будет стыдно не оправдать ваше доверие. Вы мне очень доверяете, вы мне верите, вы меня полюбили. Действительно, вы меня цените и уважаете. Я это вижу, это огромного, это очень многого стоит. Если человек, который тебя совершенно не знает и пишет о тебе такие вещи, значит, действительно, жизнь прожита не зря, мне кажется. Огромное вам спасибо за это. Я вам благодарна. Может быть, я в жизни делала много неправильных вещей, но я надеюсь, что вот так вот сейчас и в такой месяц еще мне то, что я делала неправильно, мне Аллах простит. И большое вам спасибо еще раз. Я даже не знаю, как высказать свои эмоции, как вам это все сказать, как вам это все рассказать, что я чувствую. Но огромное вам спасибо за ваши комментарии. Если даже вот такие вот комментарии мне будут писать 10 человек, я никогда в жизни, наверное, не закрою этот канал. Хотя эти мысли иногда пробегают. Стоит ли, зачем это мне нужно было? Это у меня часто бывает, я просто признаюсь вам. Конечно, говорят, не любят, когда подписчики не любят, когда это говорит блогер, что хочет закрыть канал. Но иногда такие мысли у меня приходили, если честно. Но вот читая каждый день ваши комментарии, каждый день они такие благодарные, они такие хорошие, они такие приятные, что я просто не имею права, наверное, даже закрыть это. Даже думать об этом, не то что закрыть. Я вам безмерно благодарна, действительно, я вам безмерно благодарна. Вы даже сами не представляете, что вы для меня делаете. Огромное вам спасибо, и чтобы вам Всевышний всем воздал за все хорошее, что вы мне пишете. Ну, на этом, наверное, все. Простите меня. Действительно, меня это очень растрогало. Очень много комментариев. Я не буду у каждого говорить, что и как, но вот читая каждый такой комментарий, у меня просто наворачивались слезы. Спасибо вам, друзья. Значит так, перейдем на заказы. Я почти закончила делать манты. У меня опять поступил заказ той же вчерашних клиентов, которые 7 человек. Им нужно теперь сделать ингушские лепешки. Так, значит, манты я почти закончила. Поставила варить картошку. Нужно сделать 7 лепешек им с картошкой и 7 лепешек с творогом. Сейчас я быстренько доделаю. Уже время, конечно, поджимает. Заказывают они, как всегда, в последнюю очередь. Вот я им говорю своей дочке, хотели они, правда, сегодня жаркое, но у меня нет мяса в наличии, чтобы им приготовить жаркое.
Где-то что-то замороженное есть, но я не знаю, в морозилке надо искать, я не захотела. И я дочке говорю, так пускай они мне хотя бы за день раньше или хотя бы утром говорят, что мне нужно. Во-первых, здесь вот, у меня нет машины, ехать на такси, там покупать килограмм-два мяса мне невыгодно. Пусть заранее мне говорят, чтобы хотя бы я могла там Ибрагима послать, чтобы он привез мне мясо или что-то. И опять-таки сказала, что могу приготовить, что у меня есть наличие. У меня был фарш еще оставался со вчерашнего заказа готовый. Ну, не готовый, а фарш просто. Что могу сделать там или голубцы, или тефтели, что-то в этом роде. Долго не говорили мне, что им нужно. Теперь уже 4:30, они мне говорят, что им нужно лепешки. Ну вот теперь будем делать лепешки, друзья. Так, сейчас я это поставлю в морозилку. Видите, осталось немножечко только, у меня тесто закончилось. Так, ну ладненько, этим все равно сейчас заниматься некогда. Я сейчас буду замешивать тесто, делать все это. И да, друзья, там, по-моему, Роза пишется, не знаю, пишет, что не слышно, не слышно. Да, я некоторых спрашивала, если на компьютере, то не слышно. Мы ищем себе беспроводной микрофон. У нас его здесь нет. И вот еще не заказали, врать не буду. Ищем, какой бы нам купить, чтобы заказать, и по заказу привезли именно беспроводной микрофон. Потому что с проводом 2-3 я отходить от телефона, слышь, вам не смогу. Проводной у нас есть. Дело в этом. Потерпите немножко, я знаю, что если звук плохой, смотреть не хочется. Вот сегодня, и даже сегодня, наверное, я заставлю Ибрагима сделать заявку. Он все ищет, какой бы купить, какой бы выбрать. Вот такие вот дела. Сейчас, друзья, я вот подготовлю себе для лепешек. И, может быть, подключусь и буду с вами лепешки печь. Так, друзья, значит, сейчас быстро замесим тесто. Картошка варится. Сюда я уже налила литр. И здесь вот полкружки, как видите. Да и себе я решила тоже дома на ифтар сделать лепешки с картошкой. Поэтому себе отдельно замесила я на сыворотке простокваши. Я не знала, что у меня даже есть простокваша, если честно. Так, значит, литр, 1,5 тут у меня, да, вот с горкой 1 ложка и без горки 2. Так, и без горки 1 ложка. Ну и вот так вот. Все. И теперь будем замешивать тесто. Делаем резиночку. Все, друзья, дальше я буду показывать без озвучки, наверное, просто так ускорю, не буду выключать телефон. Как-нибудь Ибрагим ускорит.
друзья, печется последняя у меня лепешка. Теперь буду смазывать маслом и заворачивать. И уже, по идее, уже и время. Я снимаю. С картошкой, конечно, будет. Ты же с картошкой тоже любишь? Друзья, ну вот, заказ мой готов, без 27. И отправляем, давай, Ибрагим, отправляй, дальше я буду делать там уже лепешки.